открыв нам правый путь. На сцене увидав правдивый образ. Смеяться будешь ты и плакать над собой. И если ты хорош, то только лучше станет. А если ты тварь, из темноты воспрянешь. Обретет. Я что? Она отключит. Написано сам.
Девушка, которая мне очень сильно нравится. И эту песню я написал для нее. Мой кислород, когда боль, я уже давно болен тобой. Я не готов отдать тебя, ибо задохнусь я. Остальное все пустяк. Если от тебя бывает во мне чаще кислорода, замыкается любовь моя, сила вдоха. Тепло то, чем я согрею тебя. Сердце будет все на своих местах. Если я один, и так должно быть. Хочу быть с тобой и нежно любить. Но когда я вижу тебя с ним, душа плачет, и сердце болит. Я готов бежать по сырым полям, чтобы рядом с тобой был только я. Но в глазах твоих с каждым днем сильнее. Знаю я, что хочу быть только с ней. Ты мой кислород, ты дай волю. Я уже давно болен тобой. Я не готов отдать тебя, ибо задохнусь я. Остальное все пустяк. Нежно коснуться губ твоих, провести рукой по волосам твоих. Ты мне нужна больше, чем никотин. Без тебя мне не нужен весь этот мир. И на остальных плевать я хотел. Я упал, но ты не просиял цел. Когда с тобой помолчи вновь. Без тебя мне кажется легко. Дари счастье мне, дари мне любовь. Ради тебя ступлю любую боль. Ради тебя я в кровь и пот. Я ношу тобой, ведь ты мой кислород. Ты мой кислород, ты дай боль. Я уже давно болен тобой. Я не готов отдать тебя, ибо задохнусь я. Остальное все пустяк. Ты мой кислород, ты дай боль. Я уже давно болен тобой. Я не готов отдать тебя, ибо задохнусь я. Остальное все пустяк.
Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Голубая Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощание. Мне стали слишком малы твои тёртые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, Америка, где не буду никогда. Услышу ли песню, которую запомню навсегда? Дай, 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 да здравствует Башгу! Искренность, она не потеряна. Его можно заметить в фамилии, по блеску в глазах. А конкурсы, баллы, места — это всего лишь стимул, чтобы такие, как я, обычные люди надрывались в попытке показать себя с более привлекательной стороны. Но я — это просто я. Смешная, странная, близорукая. На домашнем задании я покажу настоящую себя, ведь если не в этом смысл, то в чем же он вообще? Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили: нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище песком я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре бытии с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в большую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не плевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивала в скандалах.
Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном бурей быть и с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую мысли по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я помню вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с круч. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знание вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите меня, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, и не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной силой. С приветствием вас, помнящий всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин. Спасибо. Всем еще раз привет. Уважаемые зрители, во время моего выступления я попрошу абсолютно тишины. И мне сейчас понадобится один член жюри. Любой. Давайте быстрее выходите, пожалуйста. Попроси хорошо. Мне нужны 6 девушек. Именно девушек. И один член жюри. Давайте посмелее. Сейчас, так, мне нужна одна девушка. Подойдите, пожалуйста. Только одна. Смотри, я тебе сейчас покажу простой фокус. Все, наверное, знаете, это фокус 4 семерки. Вот, смотри, они не помечены, вот все нормально. Теперь я их перемешаю. Ты вот так берешь карту, запоминаешь, и обратно вот так кладешь. Ладно? Бери карту. Запоминай. Теперь я сейчас попробую его. Твоя карта семерка крестик, так? Нет? И так что ли? Так же? Ну ладно, бывает ошибки, чего вы? Хорошо, следующая девушка. Одно дело не угадать карту из 4 карт, а если я попробую угадать карту из целой колоды? Вот смотрите, вытолкните колоду с любого места. Вытолкни. Не знаю. Вот, вытолкни колоду. Вот так, да? Теперь запомни эту карту. Запомнил? Можешь нам перемешать. Сейчас я попробую угадать твою карту. Здесь твоя карта была? Была? Ладно, дальше не смысл. Это твоя карта? Нет. Вот это? Ладно. Что нужно? Ладно. Ладно, попросим следующее. Следующее. Когда я ее сейчас перемешаю, тебе придется запомнить первые 2 карты. Запомнил? Мы потом вниз. Сейчас мы вот так немного перемешаем. Теперь мы делим эту колоду на 4 колоды. Красные карты ведут себя твои черные красные. И наоборот. Для этого мы перемешаем первую и третью колоду. Вот так. И перемешаем вторую и четвертую. Теперь мы перевернем одну колоду, пойдем другую и перемешаем.
Видишь, черные вот снимут. Видишь? Вот. Так получилось. Так, так. Теперь. Я возьму белую карту. Сделай это. Ну, например, отсюда. Вот мое предсказание. Валят крести и 9 черви. Вы сами положили эту карту, да? Вот теперь смотрите, карта с предсказанием лежит между двумя картами. Вот они. Первый из них 9 черви. Валят крести. Она должна успеть. Еще один фокус. Я сейчас буду делать вот так, ты меня остановишь в другом месте. Возьми эту карту. Теперь. Положи сюда, положи. Теперь я сделаю здесь веер. Вот. Куда ее засунуть твою карту? Сюда? Теперь ищи здесь свою карту. Скажи, а мне, ищи. Переведи кого. Вот тебе подпись. Вот у нас сейчас конкурс талантов. Ну, так получилось, что у меня всего 2 таланта. Это кушать и болтать. Но если с болтать у меня все нормально, то вот с кушать у меня иногда бывают проблемы. Вот, например, стейк, да? Вот вы любите стейк? А я вот ненавижу стейк, короче. Мне, чтобы поесть нормальный стейк, мне нужно сперва вилку взять. Да? Вообще, вот про это мероприятие я узнал относительно недавно, и находился я вдали от цивилизации, то есть в Дёме. Вообще, я часто бываю за городом. Недавно я был в Красном Ключе. Правда, я там задержался, лет на 18, но это ничего. В Красном Ключе, кстати, там очень чистейший родник, там прекрасная вода Красный Ключ. Вы пьете воду Красный Ключ? Ребят, покупайте воду Красный Ключ. За эти слова мне заплатили 1000 рублей. Спасибо. А вы, кстати, вот в детстве, да, давайте приятно, в детстве. Вы все в детстве играли в прятки, да? Когда надо, короче, уходить в другую комнату и считать до 10. Так вот, я делал просто вот так. Вообще, когда я поступал в БГУ, да, вот, мне говорили, что здесь случаются чудеса. И я очень в это верю, и я хочу стать ящерицей, чтобы отрастить себе руку. С вами был Зимов, спасибо за внимание.
вам удалось, надеюсь, почувствовать каждое мое движение, каждый посыл, который я отправляла в зал. Но хотелось бы сказать, что не только мы тут лучшие, каждый может лучше. Если вы есть, будьте первыми, кем бы вы ни были, из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. Первыми будьте и только пенными, как моря. Лучше второго художника, первый маляр. Спросит вас оробело, а кто же тогда останется, если все будут первыми? Кто же пойдет в замыкающих? А вы трусливых не слушайте, стуйте их как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте горечь зеленых побегов. Примеривайся, потрогайте великую участь первых, как самое неизбежное взвесьте ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Влад Никитин, и я представляю факультет математики и информационных технологий. С детства я любил математику и верил, что почти каждую жизненную ситуацию можно описать графиком или диаграммой. Давайте посмотрим на это. Итак, на первой диаграмме мы видим вероятность того, что злодей расскажет о своих планах в фильме ужасов. С той же вероятностью наши преподаватели считают, что нам понадобится в жизни вычисление интегралов. А на следующем графике мы видим трудоустройство гуманитариев. Но, технари, не обольщайтесь. Вы, например, можете делать многоточки по скидкам. А на данном графике мы видим любовь общажных студентов к гречке. Вот здесь они едят ее первую неделю, вторую, вот здесь месяц. А вот тут они нашли майонез. Ну, а здесь получили стипендию. На следующем графике мы видим мою популярность в общаге. Вот здесь я только заселился, вот здесь у меня начал появляться принтер, вот здесь я начал брать деньги за распечатку. Ну, а вот тут началась сессия. А на данной диаграмме мы видим то, как обсуждает университет в различных сферах нашей жизни. Вот здесь вот правком, администрация, ну и, конечно же, больше всего подслушано башку. Вот здесь мы видим количество людей, которые нашли ошибку в прошлой диаграмме. А это люди, которые хотят ее посмотреть. Ну и пока вы думаете над прошлой диаграммой, вы пропустили ошибку здесь. И теперь последнее, святое для меня, график моих любовных отношений. Но я решил не останавливаться на науке и саморазвиваться дальше. Начал заниматься своим телом и танцами. Физические нагрузки – это лишь один из векторов саморазвития.
Еще одним моим любимым и главным вектором стало духовное развитие. Литература и поэзия стали для меня своего рода постулатами. А сейчас я хотел бы рассказать для вас одно из своих любимых стихотворений. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг, и почернел от пыли минной разрыв. И погибает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты, вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины разрыв. И лейтенант хрипит, и значит смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком горящая шея. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей кровь чужую. Ну а теперь, чтобы закончить свое выступление на более приятной ноте, я прошу вас всех расслабиться и послушать четверостишие одного из современных классиков. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата, магия цветов со льдом в наших стаканах. Спасибо большое, с вами был Влад Никитин. Обвиняется в идолопоклонстве, вероотступничестве, хулении Бога и его святых. Она является смутьянкой, мятежницей, подстрекательницей к воинам, жадно алчущей крови людской. Она отринула приличие пола своего и приняла одеяние и обличие воинское. Посему и за многими другими прегрешениями она объявляется еретичкой, противной Богу и людям. Святые правила божественного закона повелевают развратницу сжечь огнем. Так хочет Бог. Последние слова. Ничего утра, нижней росы, где-то жаворонок поют. Снова ноги мои босы. Что так мрачно глядишь, народ? Разве слезы мои не воск? Разве страх мой вздымает пыль? Разве громом грохочет мозг? Или кровавая рвется жизнь? Разве молнии жгут зрачки? Разве трещина губ разлет? Разве муки не пустяки? Веселеешь, гляди, народ. Погасите все свечи и фонари. Я сама фонарем на столбе зажгусь. Разгорайся, костер колдовской. Гори! Ну, давай, я же ведьма, я не боюсь. Что молчите? И друг, и брат, затерявшись средь воронья. Или верите, как твердят, что колдунья и вправду я? Нет, мне Бог дал коня и меч, и перстом указал пути
как хлеб из кров, собрала и рванулась в бой. Но, быть может, душа, не Бог, говорила тогда со мной. Что ж, отречься могла б я от всех святых, коли они от меня отреклись уже. Но до смерти я все-таки верить в них буду так же, как верю своей душе. А кому еще верить мне? Может, слезы трусливых глаз или жалкую дрожь в спине, что щекочет предавших вас? Нет, Господь, это не фонари, это я фонарем на столбе зажглась. Разгорайся, костер колдовской, гори! Но, Господь, от Тебя я не отреклась. Спасибо.